Якутия – одна из самых многонациональных регионов страны. В республике проживают более 100 разных национальностей. Неудивительно, что при такой палитре народов немало интернациональных союзов. Привычны для Якутии семьи, где есть представители сразу 2 или 3 национальностей. Ну а наш корреспондент Сарглана Захарова познакомилась с Читой, где объединились 10 разных культур. Ильдар и Инга Ившины женаты почти 2 года. У них растет прекрасная дочь Доминика. На первый взгляд обычная семья. Однако не все семьи могут похвастать таким разнообразием национальностей. В них смешались 10 разных культур. Все крови смешались конкретно в Казахстане, потому что там с Ирана, с Ирака бежали люди и искали в поисках лучшей жизни и обосновались в Казахстане, в западной части. Там в ходе бракосочетания всевозможных как-то получилось так, что сошлись. Кровь смешалась, и вот что получилось. Встретились молодые люди 4 года тому назад. Сестра мне посоветовала постричься в салоне, в котором работает моя супруга. Что-то зацепило ее, и я решил прийти постричься. 2 месяца я был в раздумье, там думал, как предложить, начать встречаться, там ухаживать, не знаю, как все-таки девушка кавказской национальности. Не знал, как подойти. Он долго ухаживал за ней, делал приятные сюрпризы и дарил девушке красивые букеты. И, наконец, Инга позволила себя пригласить на свидание. 2 года они встречались с Таней от родственников, но пришло время, когда Ильдар решил взять ситуацию в свои руки и сделал предложение своей избраннице. Да, но вначале надо было купить кольцо именно с большим бриллиантом посередине и там, по-моему, 15 бриллиантов по бокам мелких, желательно высокой чистоты там. Я все это поспрашивал, там познакомился с армянами, слава богу, в институте было много, все узнал. Потом, с кем надо идти, это самые близкие родственники, мама, папа и сестра. В августе 2013 года они сыграли большую интернациональную свадьбу. По армянскому обычаю жениху, чтобы получить свою будущую жену, нужно было пройти испытание, один из которых – выкуп невесты. Надо было стакан мелочи набрать. Мелочи, как назло, ни у кого не оказалось. Я побежал пешком до Центрального и собирал мелочь. У всех просил, там менял. Потом в итоге побежал в автобус. Разменял 1000, там говорю, давай мне всю мелочь, какая есть. В итоге жених собрал немалую сумму монетами, несколько тысяч рублей. Теперь эти деньги молодая пара хранит для своей дочери Доминики. Девочке сейчас еще нет и года, но отец и мама уверены, что их дочка будет говорить как на русском, так и на армянском языках. Разные культуры в одной семье делают ее жизнь только яркой и насыщенной. А главное, что стирает все границы – это любовь. Сарглана Захарова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.